يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. Ночное путешествие и вознесение пророка. Присяга при Аль-Акабе. Печаль и скорбь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, увеличилась. В одну из ночей, которую эта община помнит и сейчас, пророк совершил ночную молитву Аль-Иша. Затем он отправился в дом Хани и заснул там. В эту ночь к нему пришел Джибриль, мир ему, и начал будить. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проснулся и вышел из дома Хани. Он прошел мимо Каббы и пошел вместе с Джибрилем. Пророк сказал: «Я увидел большое странное животное, у которого было 2 крыла. Это было животное, которое переносит пророков. Оно ставит свое копыто при передвижении там, где оканчивается его взор». Пророк, мир ему и благословение, сел на него. Имя этого животного — Аль-Бурак. В ту ночь оно повезло его в сторону Иерусалима. Какое же это великое путешествие! Что может быть красивее этой поездки, в которой лучшее из творений едет на животном, которое перевозит пророков, на Аль-Бураке, а их сопровождает Джибриль, мир ему. По дороге пророк видел караван и многие удивительные вещи, пока они не достигли Иерусалима. Все жители Мекки спали, и никто не знал об этом, не знал, где он находится. Пророк достиг священной мечети в Иерусалиме, там он в первый раз увидел пророка Ибрахима, мир ему. И, как он сказал, более всего похож на Ибрахима он сам, то есть пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Он также увидел Мусу и описал его как высокий, смуглый мужчина, волосы его были вьющимися, он похож на мужчин из Шануа. Там же он нашел Ису, мир ему, и описал его: мужчина среднего роста с гладкими волосами. Более всего на него похож Урва ибн Масуд ас-Сакафи. Так он описал их. И посреди пророков в священной мечети и на благословенной земле пророк совершил молитву в качестве предводителя для пророков. После того, как он завершил с ними молитву в качестве имама, к нему поднесли 2 сосуда – сосуд с молоком и сосуд с вином. Пророк, да благословит и приветствует Аллах его и его семейство, выбрал сосуд с молоком. Тогда Джибриль сказал ему: «Ты был направлен на путь, соответствующий естеству, о Мухаммад, и правильный путь выбрал твой народ. А если бы ты выпил вино, то заблудился бы, и заблудилась бы и твоя община». Затем пророк вернулся в постель в дом Хани и проспал там оставшуюся часть ночи. Когда наступило утро, он сообщил о произошедшем Хани. «Я перенесся в священную мечеть в Иерусалиме, совершил там молитву и вернулся». Хани сказала ему: «Никому не сообщай об этом. Если ты сообщишь им, то они не поверят тебе и станут обижать. Клянусь Аллахом, я непременно сообщу об этом». Тогда он пошел и начал созывать курейшитов, а затем сообщил им, что он был в священной мечети Иерусалима и совершил там молитву с пророками. Сейчас у многобожников появился шанс против него. Они начали распространять весть среди людей и говорить: воистину, караван идет до Иерусалима месяц, а еще 1 месяц он возвращается оттуда, а ваш друг говорит, что он совершил молитву в мечети Иерусалима и вернулся оттуда в течение часа. В своей религии засомневались даже те, у кого была слабая вера. А возможно, некоторые и оставили ислам. Затем они направились к Абу Бакру и сказали ему: воистину, твой друг утверждает, что он был в Иерусалиме, помолился в священной мечети и вернулся оттуда за 1 ночь, за 1 час. Абу Бакр ответил им со всем спокойствием: если он действительно сказал это, то это правда. Он сообщает мне, что весть приходит к нему от Аллаха с небес, и я верю ему. Так неужели же я не поверю в это? Тогда Аллах ниспослал о Абу Бакре следующие аяты. والذي جاء بالصدق يعني رسول الله وصدق به يعني أبو بكر
أولئك هم المتقون. Многобожники, Абу Бакр и некоторые сподвижники собрались вокруг посланника Аллаха и начали расспрашивать о том, что произошло. Тогда пророк, да благословит и приветствует Аллах его и его семейство, который никогда до этого не был в священном доме Иерусалима, сказал им: «Я опишу вам священный дом». Они бросили ему вызов. Среди людей были те, которые видели священный дом в Иерусалиме. Он же начал описывать его камень за камнем. Он сказал: «Он был поднят для меня, чтобы я смог посмотреть на него». И что бы ни сказал пророк, Абу Бакр говорил: «Ты сказал правду». Он говорил: «Ты сказал правду». И тогда пророк сказал Абу Бакру: «Ты правдивейший в этой общине». А затем он бросил вызов многобожникам, сказав: «Я видел караван в пути», и подробно описал его. Он полностью им описал караван и сказал: «Он прибудет к вам в такой-то день со стороны склона Ат-Таним». Многобожники в тот день ожидали караван, и он действительно пришел. Укрепилась и повысилась вера мусульман, и ушла после этого ночного путешествия печаль пророка. Убеждения богобоязненных усилились, а у многобожников лишь усилилась грубость и гнев на посланника Аллаха, да благословит и приветствует Аллах его и его семейство. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا ليل حدثني عن رحلة الإسراء أسر الرسول بها كالبدر في الظلماء للمسجد الأقصى تدنو له الأرجاء غارت نجوم الكون من وجهه الوضاء من وجهه الوضاء. Пророк, да благословит и приветствует Аллах его и его семейство, был вознесен на небеса. Джибриль сопровождал его. Он видел вознесение. Нет ничего красивее этого. Пророк поднялся с этой земли на небеса. Джибриль попросил открыть им небо, ведь у каждого неба есть свои хранители, стражники из ангелов. Ангелы спросили их: «Кто это?» Ответил: «Это Джибриль». Спросили: «А кто с тобой?» Тогда он ответил: «Мухаммад». Тогда ангелы спросили: «Было ли дано ему пророчество?» Джибриль ответил: «Да». И открылись двери небес. Для кого? Для посланника Аллаха, да благословит и приветствует Аллах его и его семейство. Какая же степень у него? При жизни ему открываются небеса. Так он вошел на земное небо, первое небо. Там он увидел мужчину, которому поднимались души. Каждая душа, забранная на земле, душа умершего, показывалась ему. Когда он видел душу верующего, то радовался, а когда видел душу плохую, душу неверующего, то расстраивался. Тогда пророк спросил Джибриля: «Кто это?» Он сказал: «Это твой отец, Адам». Тогда он поприветствовал его, и Адам, мир ему, ответил на его приветствие: «Добро пожаловать, о праведный сын и праведный пророк». Воистину, это Мухаммад, да благословит и приветствует Аллах его и его семейство. После этого он вознесся на второе небо. Открылись ему двери небес. И каждый раз, когда мимо него проходили ангелы, они приветствовали его и выражали радость по случаю его, да благословит и приветствует Аллах его и его семейство, прихода. На втором небе он увидел двух племянников: Ису, сына Марьям, и Яхью, сына Закарии. Они поприветствовали его, сказав: «Добро пожаловать, праведный брат и праведный пророк». Затем пророк, мир ему и благословение, возвысился на третье небо. Там он увидел очень красивого мужчину, которому была дана половина красоты. Он спросил: «Кто это, о Джибриль?» Тот ответил: «Это Юсуф ибн Якуб. Он щедр, является сыном щедрого и сыном щедрого». Он поприветствовал его, а Юсуф сказал: «Добро пожаловать, праведный брат и праведный пророк». Затем пророк, да благословит и приветствует Аллах его и его семейство, был вознесен на четвертое небо и увидел там Идриса. Тут пророк прочел аят из Корана, и подняли мы его на высокое место.
Он поприветствовал его, и тот ответил на приветствие. Затем он поднялся на 5-е небо. На нем он увидел мужчину с белой бородой. Пророк спросил Джибриля: «Кто это?» Тот ответил: «Это любимец своего народа Харун, сын Имрана, мир ему». Тогда он поприветствовал его, а тот ответил на приветствие: «Добро пожаловать, праведный брат и праведный пророк». Затем пророк, да благословит его и приветствует Аллах, был вознесен на 6-е небо. Там он увидел мужчину высокого, смуглого, с орлиным носом. Кто же это? Это Муса, мир ему. Пророк поприветствовал его, и тот ответил на приветствие, сказав: «Добро пожаловать, праведный брат и праведный пророк». Затем пророк достиг 7-го неба. Кого же он увидел на 7-м небе? Там он увидел мужчину, сидевшего, оперевшись на дом. Что же это за дом? Это дом наполненный, храм на 7-м небе. Каждый день в него заходит 70 тысяч ангелов и не возвращаются туда в следующий раз. Но кто же этот мужчина, который сидит, опершись спиной на этот дом? Джибриль сказал ему: «Это твой отец Ибрахим, любимец Аллаха». Тогда он поприветствовал его, а тот ответил ему: «Добро пожаловать, праведный сын и праведный пророк». Здесь останавливались пророки. Ни один из пророков не был вознесен выше 7-го неба. Но наш пророк, он был вознесен выше 7-го неба и достиг самого высшего предела, лотоса крайнего предела. Что же может быть прекраснее этого лотоса? Даже Джибриль, мир ему, достигнув этого предела, не смог подняться выше, но наш пророк поднялся выше. Он сказал: «Я видел Джибриля на этом месте в страхе предстать перед своим Господом. Я увидел его в виде, какой бывает вид у старой изношенной одежды». ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هنالك الجنة عندها جنة المأوى. Да, этой степени не достигал ни один пророк, ни даже ангел. Возвысился пророк и увидел свет. Что это за свет? Он сказал: «Свет, как же я увижу его?» Он говорил с Господом без посредников, но завеса нашего Господа — свет. Он сказал: «Если бы он обнажил эту преграду, то его свет сжег бы все, что видит он». То есть было бы сожжено все, если бы наш Господь обнажил эту завесу. Что же это за встреча? Встреча Господа с любимцем его и избранником его Мухаммадом, да благословит и приветствует Аллах его и его семейство. محمد صلى الله عليه وآله وسلم. На 7-м небе пророк, да благословит и приветствует Аллах его и его семейство, говорил со своим Господом. Он не видел его. Он сказал: «Свет, как же я увижу? Какая это величественная встреча и какой это величественный разговор». На том небе Аллах возложил на пророка и сделал обязательной для этой общины наивеличайшее из поклонений — молитву. Это поклонение Аллах сделал обязательным над 7 небесами. Аллах обязал исполнять 50 молитв в течение дня и ночи. Было возложено на эту общину исполнение 50 молитв от утренней зари и до следующей утренней зари. И каждая из молитв была более одного молитвенного цикла. Когда пророк, мир ему и благословение, возвращался, он прошел мимо Мусы ибн Имрана. Тот спросил его о том, что было возложено на него Аллахом. Пророк ответил: «Аллах обязал меня исполнением молитвы». Тогда тот спросил: «Сколько тебе предписано молитв?» Пророк ответил: 50 молитв. Тогда Муса сказал ему: «Твоя община не сможет совершать ее столько». Муса был мягок к своей общине и к общине Мухаммада. Он сказал: «Поистине, члены твоей общины не смогут делать этого. Возвращайся же к Господу и попроси его об облегчении». Тогда пророк вернулся к своему Господу и попросил у Аллаха облегчения количества молитв для общины. Великий и всемогущий Аллах уменьшил количество молитв с 50 до 40.
уменьшил на 10 молитв. Затем пророк снова встретил Мусу, когда возвращался, и тот снова сказал ему: «Сколько молитв возложил на тебя Господь?» Пророк ответил: 40. Тогда Муса сказал: «Вернись, члены твоей общины не смогут делать этого». «Правду», — сказал Муса. Пророк вернулся и попросил у Аллаха облегчения. Тогда молитв стало 30. И так несколько раз, пока не стало 10. А потом Аллах облегчил их до 5 молитв в день. Затем пророк опять встретил Мусу, и тот спросил: «Сколько молитв?» Пророк ответил: 5. Муса сказал ему: «Вернись к своему Господу и попроси у него облегчения. Воистину, члены твоей общины не смогут делать этого». Пророк ответил: «Я стыжусь Господа моего». С 50 до 5 молитв облегчил Господь. А затем он сказал: «Кто из вас совершит их с верой и надеждой на награду, получит награду, как за 50 молитв. Кто будет молиться 5 молитв, они засчитаются ему как 50». Слова Господа неизменны. Слова у великого и всемогущего Аллаха не меняются. Мы молимся 5 молитв в день, но нам записывается, словно мы совершили 50 молитв в день. А за каждое благое дело 10-кратное воздаяние. Эту обязанность Господь, великий и всемогущий, решил возложить на эту общину во время вознесения пророка, мир ему и благословение. كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. После этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал усердствовать в призыве к великому и всемогущему Аллаху. Его девизом были слова Аллаха: «Провозгласи то, что тебе велено». А его путем были слова Аллаха: «Скажи, таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников». Пророк, мир ему и благословение, начал пользоваться временем хаджа. Племена приходили навещать Каабу, приходили к ней для совершения хаджа и совершения обхода вокруг нее. Пророк пользовался этим моментом: «Да будут мать мои и отец выкупом за него, мир ему и благословение». Он приходил на Мину и на другие места, посещаемые во время хаджа, и подходил к каждому племени. Он подходил к каждому племени и начинал призывать их: «О сыновья такого-то». Он сам звал их: «О бану такого-то, о бану такого-то, воистину Аллах направил меня к вам пророком, чтобы вы поклонялись ему, которому нет сотоварищей, и оставили все то, что помимо него, идолов и других, и чтобы вы уверовали в меня, верили мне и помогали мне в доведении призыва моего Господа». Вместе с ним был Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах. И, как сказал передатчик хадиса, за ним следовал мужчина с косым глазом, кривым лицом и 2 косами. Если пророк оставлял такое-то племя, тот вставал среди них и говорил: «О люди, это мой племянник. Он призывает оставлять вас Аллат, Узу и ваших покровителей из джиннов. Он пришел к вам с чем-то новым, так не прислушивайтесь же к нему и не подчиняйтесь». Пророк же продолжал призывать к Аллаху и не обращал внимания на тех, кто враждовал с ним и кто препятствовал ему. Это призыв Аллаха, это дело Аллаха, и его непременно необходимо совершить. Пророк, да благословит и приветствует Аллах его и его семейство, призывает людей в их палатки и на их собраниях. Призывает их к Аллаху, великому и всемогущему. Ему препятствуют, отвергают его призыв, однако именно в этот момент Аллах разрешил измениться течению жизни мусульман. Пророк встретил группу людей. Он спросил их: «Кто вы?» Те ответили: «Мы группа из племени Хазрадж». Тогда он спросил: «Союзники иудеев?» Те ответили: «Да». Пророк сказал: «Может, я присяду и поговорю с вами?» Те согласились и обошлись с ним благородно. Тогда пророк сел и начал доводить до них призыв Господа, предлагать принять им ислам. И вроде им это понравилось. Здесь Аллах разрешил войти этим людям в его религию. Они были многобожниками и поклонялись идолам. Иудеи же были обладателями Писания. Люди из племени Хазрадж сказали друг другу: «Вы же знаете, что иудеи говорили, что это время выхода пророка, и иудеи грозили вам им».
Они не победят вас и не опередят вас в этом. Так они уверовали в пророка, признали правдивость его слов, обучились исламу, а затем сказали: «О посланник Аллаха, нет среди арабов другого народа, в котором было бы столько вражды и зла, как в нашем». Между племенами Аус и Хазрадж была давняя вражда, и были войны. Они сказали: «Возможно, Аллах соберет нас воедино с твоей помощью». Затем, когда он обучил их исламу, они вернулись в Медину. Тогда она носила название Иазриб. И в каждом доме Медины начали рассказывать о посланнике Аллаха. И во время следующего хаджа пришло уже 12 мужчин из ансаров, чтобы встретиться с посланником Аллаха в местности, которая называется Акаба. Они пришли во время хаджа, чтобы дать присягу пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Эта присяга была названа женской присягой. Почему? Так как они не поклялись пророку воевать вместе с ним. Они поклялись поклоняться одному лишь Аллаху, не предавать ему сотоварищей, не воровать, не прелюбодействовать, не убивать своих детей, повиноваться ему и не ослушаться. После того, как они поклялись в этом пророку, присягнули ему в этом, он обучил их религии великого и всемогущего Аллаха, обучил их исламу. Затем он тайно отправил с ними мужчину, который был первым послом в исламе. Им был Мусаб ибн Умейр. Это тот самый парень, бывший очень богатым и изнеженным в Мекке, но по принятии ислама оставивший мирские наслаждения. Он в одиночку переселился в Медину, чтобы обучать там религии великого и всемогущего Аллаха. Он отправился в Медину и остановился у мужчины по имени Асад ибн Зурара, который был старейшиной ансаров. Он остановился у него, и они начали вместе усердствовать в призыве к Аллаху, великому и всемогущему. Мусаб не оставил ни одного дома, не дав послушать им Коран и не рассказав им об исламе. Он доводил религию Аллаха до людей днем и ночью, тайно и открыто. Во всех местах призывал к Аллаху и был прекрасным послом и призывающим к религии великого и всемогущего Аллаха. В один из дней Мусаб и Асад ибн Зурара обучали людей религии великого и всемогущего Аллаха в саду, как вдруг пришли двое мужчин из старейшин ансаров – Саид ибн Муаз и Усейд ибн Худайр. Тогда они еще не приняли ислам. Им не понравилось то, чем занимались Мусаб и Асад ибн Зурара. Саад ибн Муаз сказал Усейду ибн Худайру: «Что, если ты встанешь и поговоришь с ними?» Тогда Усейд ибн Худайр встал, подошел к Мусабу и Асаду ибн Зурара и сказал им: «Что вы делаете среди нашего народа? Сделали глупцами слабых среди нас и сделали то-то и то-то». Он грубо начал говорить с ними. Асад ибн Зурара сказал: «Не послушаешь ли ты, что мы скажем? Если тебе понравится, ты согласишься с этим, и это не повредит тебе. Если же тебе будет это ненавистно, никто не станет тебя заставлять». Он сказал: «Вы правы», и сел. Потом воткнул свое копье и начал слушать Мусаба ибн Умейра. Тот начал призывать его к исламу, читать ему Коран. В то время, когда он читал ему Коран, Усейд начал изменяться в лице. Его лицо стало светиться, проникаясь Кораном. Когда же Мусаб закончил, Усейд сказал: «Как хороши эти слова, и как они красивы! Что вы делаете, когда хотите вступить в эту религию?» Они ответили: «Ничего. Совершить омовение, очистить свою одежду, засвидетельствовать, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и помолиться, и все». Тогда он возвращается к Сааду ибн Муазу. Когда тот увидел его, сказал: «Клянусь Аллахом, он вернулся не с таким лицом, с которым ушел». А Усейд сказал до того, как отправиться: «Сейчас я пойду к Сааду ибн Муазу, к вождю своего племени. Если уверует он, то не отстанет от него ни один человек из его племени». Усейд отправился к Сааду и сказал тому: «Иди к ним и послушай их». Саад подошел к ним и сказал: «Что вы сделали?» «Сделали глупцами слабых среди нас и сделали то-то и то-то. Что, если вы оставите нас?» Тогда Асад ибн Зурара сказал: «Присядь и послушай нас. Если тебе понравится, ты согласишься с этим. Если же тебе будет это ненавистно, то мы оставим то, что не нравится тебе». Он ответил: «Вы правы». И тогда сел Саад ибн Муаз. Он еще не принял ислам. Мусаб начал читать ему Коран, и Аллах раскрыл сердце Саада. Он изменился в лице и засвидетельствовал свидетельством истины. Затем он пошел к своему народу и сказал: «О Бану Абдель-Ашхаль, что вы скажете о моем положении среди вас?»
Они ответили: «Ты господин среди нас, вождь, самый умный среди нас и самый рассудительный». Он сказал: «Воистину, запрет на любому из вас, будь то мужчина или женщина, говорить со мной, пока вы не примете эту религию и не уверуете в Аллаха и Его посланника». Так все его племя полностью уверовало в Аллаха и Его посланника. Таким образом, ислам распространился в Медине, а все началось с группы из племени Хазрадж. Пророк не отчаивался. Призывал племя за племенем, пока не призвал к исламу группу из племени Хазрадж. Затем принял первую клятву-присягу у ансаров, и религия распространилась в Медине, благодаря посланнику Аллаха, мир ему и благословение, и с помощью его посла, Мусаба ибн Умейра, который был первым послом в исламе. Мусульмане из ансаров договорились с посланником Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство, встретиться для второй присяги. Эта присяга носит название «Великая присяга при Акабе». Они договорились встретиться на хадже. Мусульмане-ансары вышли вместе с многобожниками в Мекку. Среди них вышел и один из старейшин, Аль-Бара ибн Магрур. По дороге он не молился в сторону священного дома в Иерусалиме. Ему не нравилось поворачиваться спиной к Каабе во время молитвы. Его друзья советовали ему не делать так, но он отвергал это. Он говорил: «Как же мы будем поворачиваться спинами к этой Каабе?» Из мусульман вышли 71 мужчина и 2 женщины. Когда они вместе с многобожниками доехали для совершения хаджа до Мекки, Аль-Бара ибн Магрур и Кааб ибн Малик пошли к пророку спросить о совершении молитвы, поворачиваться ли в сторону Каабы. Жителям Мекки ничего не было известно. Аль-Бара и Кааб не видели до этого посланника Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство. По дороге они спросили мужчину из жителей Мекки: «Где Мухаммад?» Тот сказал: «Знаете ли вы его?» Они ответили: «Нет». Тогда он спросил: «Знаете ли вы Аббаса?» Тогда они ответили: «Да». Тогда он сидит вместе с Аббасом возле Каабы. Кааб рассказал: «Мы направились к Каабе и увидели Аббаса. Его мы знали до этого. Он был купцом и приезжал в Медину, и тогда мы посидели с посланником Аллаха». Пророк спросил Аббаса: «Знаешь ли ты их?» Тот ответил: «Это Аль-Бара ибн Магрур, старейшина своего племени, а это Кааб ибн Малик». Тогда пророк спросил: «Поэт?» Аббас сказал: «Да». Кааб говорил об этом: «Клянусь Аллахом, я не забыл об этом до конца своей жизни», то есть не забыл, что посланник Аллаха знал о нем. Тогда они спросили о молитве в сторону Каабы, и пророк сказал Аль-Бара: «О Аль-Бара, у тебя есть кыбла, сторона, в которую необходимо обращаться во время молитвы, если бы ты придерживался этого». То есть он призывал его придерживаться этой кыблы, священного дома в Иерусалиме. Тогда они вернулись к своим палаткам. Они договорились встретиться в средний день из дней Ташрика в местности Акаба для второй присяги. Наступила середина дня Ташрика. Закончилась первая часть ночи, и люди заснули в своих палатках. Именно тогда мусульмане, 71 мужчина и 2 женщины, скрытно выбрались из своих пристанищ, чтобы встретиться с их любимым пророком, мир ему и благословение, встретиться для присяги, которая поменяла течение многих дел, изменила жизнь. Они вышли ночью, каждый из них из своей палатки. Их никто не заметил. Ни жители Мекки, курейшиты, ни их спутники-многобожники, прибывшие вместе с ними из Медины. Они скрытно вышли, подошли к ущелью Акабы и встретились с посланником Аллаха, чтобы заключить договор о присяге ему. Вместе с пророком вышел его дядя Аббас. Он тогда еще не принял ислам, но захотел удостовериться в надежности людей, с которыми заключал договор его племянник. Когда он встретил ансаров, он сказал им: «О народ, вы знаете, какое место занимает Мухаммад среди нас? Мы защитили его от людей и его врагов. Если вы хотите, то договоритесь с ним, возьмите с собой и защищайте его от врагов, а если нет, то оставьте его с нами». Когда он закончил свои слова, они спросили его: «Закончил ли ты свои слова, о Аббас?» Тот ответил утвердительно. Тогда они сказали: «Скажи же, о посланник Аллаха, то, что пожелаешь». Тогда пророк, да благословит Аллах его и его семейство, сказал им: «Я заключаю с вами договор в том,
что будете защищать меня так же, как вы защищаете своих женщин и детей. Ансары, да будет доволен ими Аллах, ответили: мы непременно будем защищать тебя, как защищаем самое дорогое для нас. Мы прирожденные воины и участвовали в войнах. Тогда встал мужчина из ансаров по имени Абу Аль-Хейсам и сказал: «О посланник Аллаха, поистине нас связывают с этими людьми, то есть с евреями, определенные узы, которые нам придется разорвать. Но не получится ли так, что если мы сделаем это, а потом Аллах поможет тебе победить арабов и других людей, ты вернешься к своим соплеменникам, а нас покинешь?» Тогда пророк, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство, сказал: «Я буду с вами, а вы со мной. И я стану сражаться с теми, с кем станете сражаться вы, и жить в мире с теми, с кем помиритесь вы». Ансары обрадовались этому и присягнули пророку, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство. Он выбрал среди них 12 представителей из рода, 9 из хазраджитов и 3 из ауситов. Они вернулись к себе на родину. Но до того, как они вернулись и разошлись, кто же узнал об этом? Кто узнал об этом договоре, об этой присяге? Об этом узнал один из шайтанов. Он встал и начал кричать людям: «О, живущие в домах, поднимайтесь против порицаемого, то есть Мухаммада, и тех вероотступников, которые находятся вместе с ним, ведь они собрались, чтобы воевать с вами». Люди поднялись, начали оборачиваться и искать. Ансары спросили: «Кто это?» Тогда посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его и его семейство, сказал: «Это Азаб Акабы». То есть это шайтан Акабы. А затем он сказал: «Клянусь Аллахом, о враг Аллаха, я еще доберусь до тебя». Тогда ансары сказали: «О посланник Аллаха, что если мы нападем на них единым разом?» Он ответил: «Нет, нам еще не было это приказано», и повелел им вернуться к своим палаткам. На утро весть об этом распространилась, и курейшиты начали искать подтверждение этому. Старейшины из племени Хазрадж, которые были многобожниками, и во главе которых стоял Абдуллах ибн Убей ибн Салюль, когда пришли курейшиты спрашивать об этой вести: «Правда ли то, что вы присягнули Мухаммаду и договорились с ним?» Они ответили: «Клянусь Аллахом, этого не было». «Это неправда, этого не было, мои соплеменники не должны были так ослушаться меня». Тогда курейшиты вернулись, подумав, что это правда. Что же касается многобожников из Хазрадж, то они и не знали этого. Так ансары вернулись на свою родину, и в их главе 12 предводителей. Они вернулись, неся знамя ислама и начав создавать исламское государство. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.